Топливно-энергетические службы начали подавать отопление городу еще 9 октября. Подключение объектов, как всегда, требует несколько дней. В первую очередь тепло подается в больницы, родильные дома и учреждения социальной защиты. В этот список в нынешнем году не попали школы и детские сады, которые закрыты из-за эпидситуации. В настоящий момент открытое акционерное общество «Бишкек Теплосеть» подключило более 1933 жилых дома и более 53 медицинских учреждений. Что касается школ и детских садов, то в связи с тем, что сейчас началась вторая волна вспышки коронавируса, школы и детские сады не работают. В связи с этим пока они не будут подключаться к теплоснабжению. Жилые дома, промышленные предприятия и учреждения, имеющие задолженности за ранее потребленную тепловую энергию, остались также без тепла. В этот список попали и аварийные объекты, которые не готовы к работе в зимних условиях. Что касается ТЭЦ, там заготовлено свыше 258 тысяч тонн угля. График поставок рассчитан на весь осенне-зимний отопительный период. Всего будет поставлено 1 миллион 110 тысяч тонн. Кроме угля идут поставки мазута и газа. А на территории предприятия имеется свыше 260 тысяч тонн угля. А график поставок он рассчитан до весны 2021 года на весь осенне-зимний отопительный период. А всего мы заготавливаем для ТЭЦ «Бишкек» 1 миллион 110 тысяч тонн угля. Суточный расход сейчас позволяет говорить о том, что запасов достаточно для бесперебойной работы оборудования. ТЭЦ города Ош также прошла весь объем подготовительных работ. Я напомню, на ТЭЦ города Ош не используется уголь, только газ и мазут. Весь задействованный состав оборудования работает в штатном режиме, уверяют специалисты. Однако эксперты подготовку соответствующих служб КЗП оценили на 3. Повлияла пандемия, затем политические события, и правительству было вовсе не до подготовки. К тому же была и остается проблемой нехватка профессиональных кадров в этой области. Самое основное, что в правительстве и в руководстве энергетической отрасли нет компетентных и профессиональных кадров. Также одним основным показателем подготовки к осенне-зимнему периоду является объем воды Токтагольского водохранилища. На сегодняшний день в Токтагольском водохранилище накоплено 15 миллиардов 100 миллионов кубов воды, что недостаточно для успешного прохождения осенне-зимнего периода. Дело в том, что можно расценить как экономическое преступление и правительства, и правительственных чиновников, и руководство энергохолдинга и электростанции, зная, что маловодный цикл, зная, что зимой нам не будет хватать воды, несмотря на это, они в летний период более 2 миллиардов кубов воды слили соседним государствам Узбекистана и Казахстана. Это, конечно, крайне недопустимо. В какое-то время приостановилась и перевозка угля с месторождения Каракече из-за сошедшего оползня. Но ситуация уже стабилизовалась. На сегодня уголь для обеспечения населения отгружается в полном объеме. Правда, реализаторы черного золота отмечают, что после инцидента цена на топливо сразу подорожала. Потому жители тех новостроек, которые не подключены к центральному отоплению, надеются либо на уголь, либо на электричество. Правда, в последнем случае нет гарантии, что верных отключений не будет. Элиза Балбакова, Тынштык Кульбаев, Нью ТВ.